Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». В контексте того глубокого кризиса, который сейчас происходит в мире, в контексте той военной операции, которая проходит на Украине, мы все-таки будем говорить о вечном, об экономике, потому что так или иначе вся эта ситуация очень сильно отразилась вообще на мировой экономике. И сегодня у нас в гостях экономист Ахра Аристава, и мы будем говорить о нашей абхазской маленькой экономике и об ее проблемах. Ахра, ну вот уже, в принципе, почти 3 месяца разворачиваются вот эти события на Украине. Очень многие страны, то есть Евросоюз там быстро реагировал, огромнейший там санкционный список беспрецедентный в отношении России был принят. Россия тоже реагировала на все эти события. Там были и контрсанкции, и перестройка внутри экономики. Абхазия долго вообще, абхазское наше правительство, оно долго вообще хранило молчание, как будто бы ничего не происходит. Потом уже были кое-какие решения приняты, но в итоге, в общем-то, так вышло, что кроме как повышения цен, мы ничего не ощутили. То есть это касается поднятия тарифов на электроэнергию, это рост цен на бензин и рост цен на товары, вообще любые товары, и продовольственные, и непродовольственные, хотя там правительство вроде бы приняло решение о том, что там на весь импорт, практически на весь импорт надбавки оптовые будут 10%, в розницу 20%, но цены как были, так и остаются. Вот я смотрю по магазинам, периодически цены абсолютно не меняются, то есть никакого контроля нет. Скажи мне все-таки, что могло бы сделать наша, какая реакция должна была быть нашей власти, нашего правительства на все те процессы, которые происходят в мире, с экономической точки зрения? По-твоему, я вижу, ты очень часто публикуешь какие-то критические материалы, связанные с экономикой и так далее. Я хотел бы твое мнение послушать по этому поводу. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Действительно, все поставленные вопросы, вся ситуация, связанная с операцией на Украине и в Европе, и в мире, правильно все, Инал, ты озвучил. Что касается нас, я думаю, что надо было ко всему этому готовиться заранее, потому что все прекрасно знают, что экономика связана с политикой. Да, мы все это видим, резкий рост цен на жизненно важные товары, и продовольствие, и медикаменты. Еще на этом фоне мы видим рост цен на энергоносители у нас в Абхазии. И особо какой-то реакции нет. Складывается такое впечатление, что народ живет сам по себе, а правительство живет само по себе. И уже 3-й год пошел. И то, что эта ситуация, она более уже приобретает, очень беспокоящий простых граждан характер, это факт. Это куда вы ни придете, люди очень встревожены сложившейся ситуацией. Касаемо, как из этого выходить, это вопрос, по-моему, он звучит уже 2001 или 2002 года. Дело в том, что мы строим, согласно Конституции, демократическое, и там записано в 2 главах, что мы строим справедливое государство. И если мы на это не будем опираться, на нашу Конституцию, а справедливость, она востребована в нашем обществе, и люди этого ждут. Сформулировал все эти вопросы
Это я говорю тем, которые считают, что вот они что-то новое открывают, да, там они думают, что это у нас в политике, я это замечаю, что какие-то новшества. Нет никаких новшеств. Еще Платон, потом Аристотель сформулировал, что есть справедливое государство, демократическое, со слоями, да, общества, богатые, средние, бедные, у кого какие функции, что такое гражданин, что такое политик, как люди объединяются и почему, и создают государство. И очень самый главный момент – это когда граждане страны друг другу нужны, востребованы, и они чувствуют, что они друг другу помогают. То есть учитель, который хорошо учит, он знает, что если он хорошо научит, будет квалифицированный специалист, сотрудник правоохранительных органов, врач, офицер. И да, это прописные истины, которые сформулировали. Я почему это говорю? Это не ново. И когда люди работают в разных сферах, и они не чувствуют справедливости, и эти инструменты справедливости не задействованы. И, конечно, у нас вот такая создается атмосфера, она нездоровая атмосфера, когда граждане встревожены, обстановка нервная. Мы же не для этого государство создавали. Мы государство создавали для того, чтобы наши граждане жили счастливо, чтобы у нас было уютное государство. И я еще раз говорю, хотим мы того или не хотим, все реформы, связанные с внедрением инструментов, в первую очередь справедливости, мы от этого никуда не уйдем. И мы вынуждены будем это делать. И те же события в мире, они нас опять же толкают к тому, чтобы мы это делали побыстрее. Ну хорошо, какие реформы, к примеру? В первую очередь, что касается экономики. То, что наша экономика нуждается, да, в значительном росте, это, наверное, никому не надо объяснять. Но экономику, значит, сам экономический процесс, сам экономический рост обеспечивают граждане страны. И для того, чтобы сегодня в 2 раза поднять экономику, нам надо плюс 10 тысяч наших граждан вовлечь в бизнес, в разных отраслях. Учитывая то, что после войны, после блокады у нас отсутствует, значит, капитал свободный, или если даже он есть, он очень минимален, такие инструменты, которые на политическом уровне, они обещались, это тендеры, это конкурсы, это льготное кредитование. Иначе, то есть обеспечить рост не получится. Ставка на иностранного инвестора, 3-й год пошел, тоже особо не срабатывает, потому что всегда иностранный инвестор смотрит на ситуацию в стране. Если граждане работают, создают национальный продукт, а национальный продукт – это не только связанный, да, с товаром экономическим, это и творческий продукт, это и научный продукт, это образовательный продукт. То есть нация, значит, которая хочет создавать. И я, кстати, наш народ отношу именно к народу, который хочет творить и создавать, работать. Но для этого надо создавать условия. И мы все время откладываем реформы. Просто повышение цен, повышались цены, оно на общем фоне результата не дает. Если ты гражданина не вовлекаешь, не делаешь своим союзником в процессе строительства и государства, и экономики, ты его отодвигаешь, то есть у нас народ превращен в телезрителя. То есть люди просто ждут новостей. Никаких позитивных, серьезных результатов не будет. Ну, я все-таки сейчас не говорил бы о каких-то тех вещах, которые мы там 30 лет не делали, и сейчас, чтобы мы как бы
в короткий период осуществили те реформы, о которых уже оскомину набили все, да, и, в общем-то, и авось ныне там. Я бы хотел все-таки поговорить вот именно о тех оперативных решениях, которые можно было бы принять в контексте сложившейся ситуации на Украине, когда вот глобальный мировой экономический кризис наступил, да, в силу вот этой санкционной войны и так далее, нарушенной логистики. То есть цены возросли на все. Вот что нам делать? Вот абхазская экономика, она вот такая, в общем-то, мизерная, да, то есть количество отрицательный внешнеторговый баланс у нас там, это хронически уже, кажется, уже там 6-7 раз, если я даже уже как бы не заглядываю, потому что, в общем-то, новых рабочих мест фактически за эти годы, последние годы у нас не возникает. Новых производств нет, ничего нет. Вот как нам быть вот в этой связи? Как нам быть, когда Россия, которая сейчас испытывает вот это давление там, объединенного Запада, коллективного Запада, да, который ему везде поставил сейчас барьеры, да, и сама испытывает Россия огромные экономические проблемы, да, если учесть, что мы, в общем-то, как-то привыкли, что по инвестиционной программе вот, гарантированный поток денег, он идет. Сейчас этот поток, ну, в принципе, он может быть в этом году еще как-то идти, но каких-то гарантий, что там на следующий год этот поток будет в таких же размерах идти, да, учитывая то, что там говорят о том, что ВВП России упадет там на 10, 11, 12%, да, при таком падении, я думаю, там явно будет не до помощи Абхазии. Но вот как нам быть в этих условиях? Вы озвучиваете правильные вещи. Я имею в виду вот всех журналистов. На чем сейчас Инал ты сконцентрировал внимание? На денежном потоке. Надо знать вообще реальный денежный оборот в стране. Тот же законопроект о валютном регулировании, который, когда ты не знаешь, сколько у тебя денег, никто вам не может сказать. В каждой отрасли мы знаем приблизительно. Кто работает прозрачно, связисты те же, там, да, на 95% мы уверены. Но каждая отрасль имеет денежный оборот. Транспорт, связь, торговля, значит, энергетика, значит, нефтепродукты. Каждая. Но точно вам никто не скажет. С этого это первый вопрос. Законопроект лежит, его, да, может, там надо доработать, понятно. Второй вопрос. Уже дальше ты будешь знать, а сколько тебе не хватает денег. Надо же реально знать, что ты хочешь построить, для чего ты хочешь построить. Я, допустим, не согласен с твоей фразой, что 30 лет ничего не делалось. По крайней мере, реформы, о тех, да, которых говорили, да. Года, и тендеры были, и конкурсы были. Это не популизм. Это жизненно важная мера. Это обеспечивает доступ гражданина к деньгам, поддерживает гражданина, его активность в экономике. Без этого ничего не получится. Тоже закон о тендерах, о госзакупках надо принимать, ну просто срочно принимать. Потом закон принимать об упрощенной системе налогообложения. Он там лежит, тоже там одно чтение осталось. Все это, значит, закон, значит, о льготном кредитовании. Хотя он вроде бы напрямую не имеет отношения, да. Тоже лежит, он там с 2018 года, законопроект, гарантирующий, что если гражданин хочет себя проявить в экономике, что он при каких-то определенных правилах получит финансирование. Потом это все, без этого просто в ручном режиме ничего не получится, потому что у людей большое недоверие. Люди не хотят вовлекаться в экономику, не имея источников финансирования, то есть не имея возможности реализовать свои планы. И в этом плане, то есть государство в первую очередь, она объявляет в виде
разработки тех же законов. Закон – это вектор, то есть люди быстро понимают, что хочет государство. Второе, государство, наладив контроль над деньгами, наладив из контроля над деньгами вытекает та же более прозрачная статистика. Государство сможет обеспечить гарантии справедливости для тех бизнесменов, которые честно работают. Потому что те, кто честно работают, они не могут конкурировать с теми, кто занимается той же контрабандой или неучтенной торговлей. То есть будет больше законности, больше справедливости, больше правильных цифр и больше доверия к самой власти и граждан, доверие к тому, что что их труд не пропадет, и это не будет как этот мартышкин труд. Люди вовлекутся в бизнес, а нам надо удвоить, койко-мест, строить отели, нам надо удвоить, производить продукцию. Мы от того, что мы привозим иностранные товары, продаем здесь туристам, мы не разбогатеем. Страна в смысле. Это уже, потому что прибыль уходит туда, кто произвел продукцию. Надо поддержать, что мы можем, все производить. Для этого у государства есть масса рычагов, включая налоговых рычагов. Есть уже практика, за эти 5-6 лет есть практика у нас большая по подоходному налогу, есть практика по налогу на прибыль, есть практика по НДСу. Посмотреть, где эффект лучше. Почему, например, в 2016 году, в 2017 в 4 раза увеличилось производство вина, водки, воды, лимонадов. В 6 раз увеличилось производство кондитерских изделий. Наши люди могут работать, им надо создавать эти условия. И еще я бы рекомендовал посмотреть, как работают другие правительства. Та же Россия, они то, что сделали за эти 2 месяца, если бы мне до этого кто-то сказал, что правительство России все это примет, я бы не поверил. Они в таком режиме никогда не работали. Посмотрите, какие... Никто не работал в таком режиме. Тот же Евросоюз, самая бюрократизированная система. По последним данным закрылось около 600 иностранных компаний. Там, по разным оценкам, до 800 тысяч, до миллиона рабочих мест. Это значит, что у них пойдут потери по налогу на прибыль, по подоходному налогу, по разным видам платежей. Правительство России упростило систему регистрации юрлиц, упростило доступ к получению госзаказов. Сейчас упрощает систему получения льготного кредитования. То есть они делают все, они понимают, это надо вот этих организаций заменить, чтобы те же получится 2 миллиона человек начали работать, создавать национальный продукт и компенсировать те потери, которые они сейчас несут. Хотя бы скопировать мы можем. Сейчас экономисты России говорят о том, что Россия стоит на пороге нового запуска новой экономической политики, нового НЭПа. То есть огромное количество иностранных компаний, которое ушло или заморозило свою деятельность, так или иначе вынуждает правительство принимать решения, как трудоустроить эти массы. И нужна, естественно, новая экономическая политика, новые маленькие НЭПманы, которые люди создавали бы свои производства. Но у нас с этим тяжело. Там все-таки в России и кредитная ставка кредитования вполне удобоварима. У нас с этим всегда были проблемы. С другой стороны,
у нас и механизма-то нет вот такой государственной поддержки, вот такой государственной политики. У нас всегда кредитование там осуществлялось там выборочно. Ты получишь и можешь не возвращать, называлось. Да, раньше такая ситуация была, когда выдавали какие-то деньги. Сейчас этого у нас нет. Но с другой стороны, я понимаю, что у нас нет такого количества финансов, чтобы как бы создавать новые рабочие места, новые производства и так далее. Но тем не менее, у каждой медали есть, монеты есть оборотная сторона. И этот кризис все-таки создает какие-то возможности, предоставляет. И в частности, я, по крайней мере, вижу эти возможности, связанные хотя бы с логистикой. Потому что, как и Европа, полностью блокировав Россию со всех сторон, вот осталось вот это турецкое направление, которое уже вот этот хаб, он приобретает особо значимое и для России, так как Турция не объявляла никаких санкций, и для нас, я думаю. В конце концов, у нас есть порты, может быть, они не там инфраструктурно не столь развиты и не столь мощные, но тем не менее у нас есть возможность как бы их развивать. С другой стороны, у нас давно налажены отношения торговые с Турцией, которые не прекращались и во время блокады, да, то есть у нас есть опыт режима работы в режиме санкций. То есть, даже блокады. Да, жесточайшей блокады. И мы, наверное, все-таки должны как-то этим пользоваться. Вот сейчас, наверное, такая ситуация, когда вот такое инертное поведение, оно абсолютно непродуктивно, оно будет играть в минус. И в этом плане, наверное, все-таки какие-то идеи должно реализовывать правительство. Может быть, может правительство и не реализовывать, потому что вот этого экспертного экономического сообщества нет, которое может что-то предлагать. Я вам скажу, что все правильно, Инал, ты сказал. Тем более, что ты правильно сказал, у нас колоссальный опыт. И не просто в санкциях, а в жесточайшей блокаде. И естественно, раз мы с этого вышли, значит, есть и специалисты, которые знают, как эти задачи решать. Нам сегодня не хватает стратегического планирования. То есть народ наш любит большие задачи. Несмотря на то, что мы народ малочисленный, но мы были когда-то большим народом. И вот эти инстинкты, они остались. И традиции, и культура, то есть абхазский народ и все народы, которые живут в Абхазии, они не боятся решать большие задачи. Я лично поинтересовался по поводу логистики и торговли. Бизнес уже адаптировался. Они адаптировались буквально за 2 недели. И перенаправили товарные потоки. У нас идут поставки разных групп товаров, включая медикаменты, через Турцию. Просто удлинилось время поставки. То есть бизнес наш, это говорит о том, что очень опытный, он никого не ждет. Ни правительства, ни политиков, они свое дело. То есть все, что касается, чтобы народ получал и товары первой необходимости, и медикаменты, бизнес реагировал хорошо. У нас даже идут поставки из Соединенных Штатов. То есть второй момент, я бы что предложил, вот это вопрос, связанный со стратегическим планированием, поднять планку. Абхазия всегда была, вот недавно на днях был юбилей Владислава Григорьевича Ардзенба, Абхазия была источником инициатив. Мы независимое государство. И в этой ситуации мы можем сейчас проявить инициативу. Например, объявить Южный Кавказ зоной мира, объявить Южный Кавказ зоной ускоренного экономического развития.
Значит, тем более у нас есть союзник в лице Российской Федерации, члена Совета Безопасности. То есть мы должны противопоставить вот этой агрессивной повестке, там вторые фронты открыть, не только в Абхазии, там мы слышим разные голоса и по Карабаху. То есть надо стабилизировать ситуацию, надо дать сигнал в регионе, что мы за мир. Мы хотим, чтобы граждане всех стран нашего региона жили в мире, и что мы можем гарантировать со своей стороны не военную риторику. Я уверен, Россия нас поддержит. Второй вопрос – это уже пакет реформ. И он стандартный. Это, конечно, ты так НЭПом его называешь. Это повестка развития, когда ты делаешь своего гражданина союзником, и он встает рядом. И те ресурсы, о которых ты говоришь, я еще раз говорю, мы не знаем, какие у нас ресурсы. Ни один человек в Абхазии тебе не скажет. Там в индикативном плане написано, у нас денежный оборот под 90 миллиардов, в Нацбанке другие цифры, есть оборот контрабанды. А что касается логистики, об этом вчера озвучивал Сергей Миронович Шамба. Но я настаиваю не только на это делать ставку. Я настаиваю на то, чтобы те ниши, где мы можем, мы производили свой товар. Чтобы наши люди вовлеклись не в перепродажу. Это не наши традиции. Абхазы никогда не умели нормально торговать. Абхазы всегда умели, согласно Страбону, Геродоту, мы производили товар. Мы производили мед, мы производили вина, мы производили значительные растительного происхождения товарную продукцию. То есть и в советское время по пищевой продукции мы были на передовых позициях. Вот куда надо делать упор. И надо доверять своим гражданам. Наши люди способны работать и создавать этот национальный продукт. И тогда у нас будет и бюджет другой, и зарплаты будут другие, и пенсии тоже будут другие. Тем более Россия нам свой рынок предоставила. Очень важным в нынешнем контексте, конечно, является вопрос логистики в силу того, что, наверное, со Второй мировой войны таких нарушений логистических, таких перетрубаций, наверное, не было. И даже, наверное, как бы с оговоркой нынешнее время наиболее тяжелое, учитывая то, что там, когда во время Второй мировой войны не было никаких газопроводов, нефтепроводов, экономики мира, не было той глобализации экономической, такого уровня глобализации экономики, как сейчас, тогда этого совершенно не было. Сейчас как бы совершенно другой уровень, и, естественно, вот поиски новых путей, они очень важны. И в этом контексте, наверное, вот ты говорила о том, что наш регион, имея в виду вот весь регион Южного Кавказа, он, наверное, должен как бы показать пример о том, что вот эта зона, при всем том, что в мире сейчас творится, да, вот эта зона могла бы, наоборот, стать зоной стабильности. Хотя вроде бы всегда у нас, вот, по крайней мере, последние 30 лет это была зона конфликтов, да, куча всяких, огромное количество всяких барьеров, которые существуют между странами, государствами, да, но сейчас вот как-то ситуация стала стабилизироваться, переговоры между Арменией и Азербайджаном, они достаточно продуктивны, и такое ощущение, что они уже в ближайшее время выйдут к какому-то консенсусу, и речь идет о создании коридоров, которые бы там соединяли и Азербайджан с Турцией через территорию Армении, и Армению через территорию Азербайджана с Россией и так далее. То есть речь идет о тех коридорах, которые как бы еще пару лет назад казалось, что это абсолютно бесперспективно.
Но сейчас в нынешних условиях они вполне реально смотрятся. Да? Сейчас в нынешних условиях мало чему приходится удивляться. Да? То, что в мире происходит, да? Никогда не говори никогда. У нас тоже, как бы, мне кажется, сейчас вот самое время тоже вот как-то присоединиться вот к этому. По крайней мере, мы могли бы, Евросоюз запретил там, допустим, движение транспорта, больших фур, автотранспорта российского. Не обоюдно даже это. Да, не обоюдно, но тем не менее возникают проблемы. Но есть еще и Турция, через которую могли бы проходить. И в этом плане это касается не только там российских грузов, это касается и армянских грузов, потому что все то, что сейчас происходит там в бассейне Черного моря со всеми этими заблокированными портами, отражается и на Армении. И грузы могли бы проходить и через территорию Абхазии, которые там нужны Армении там, и так далее. То есть мы должны как-то стимулировать этот процесс, наверное, сидя, наверное, вот так, ничего не делая, наверное, как бы ничего не произойдет на этой границе. Мне кажется, все-таки, если правительство, наверное, приняло бы решение там, о транзите, о разрешении там, транзите грузов и так далее, то было бы, наверное, это, наверное, повлекло за собой какие-то другие уже действия и реакцию других игроков. Тем более, мне кажется, в этом сейчас заинтересованы, наверное, очень многие игроки в регионе. Даже тот же Азербайджан, который еще несколько лет назад сильно противился, он готов был даже деньги дать туда вперед, чтобы там, допустим, не работала не железная дорога, да, вот идея вот этого сквозного железнодорожного сообщения. Даже сейчас он как бы достаточно нейтрально смотрит на этот процесс. Даже в какой-то момент ему тоже это выгодно, потому что открытие новых коммуникаций в контексте тех заблокированных коммуникаций, сложившихся тогда с годами через территорию России, они тоже стали под вопросом. Вот в этом контексте, наверное, есть перспектива, и мне кажется, наверное, все-таки хорошо было бы, если бы экономисты, там, политики обсудили вот этот вопрос. Но я просто не вижу вот каких-то телодвижений. С другой стороны, есть вопрос грузино-абхазской границы. Долго она у нас там будет вот в таком режиме работать, когда у нас там контрабанда идет и идет, а тем более сейчас еще больше, наверное, будет идти в этом контексте, в этом плане. Приходим к тому, что нужно политическое и стратегическое планирование и план. Надо, чтобы народ знал, что мы строим, к чему мы стремимся, и что тогда мы будем понимать, что нам не хватает. И когда народу будет это объявлено, то мы уже как один из инструментов, внешняя политика, его можем включить. На сегодняшний день, опять же, опираясь на наше союзничество с Российской Федерацией, то есть в таких вопросах глобальных, естественно, по одному, мы видим, да, сейчас тоже по одному, такую политику и большой план реализовать невозможно. Опираясь на Российскую Федерацию, мы можем инициировать серьезные процессы, значит, на сегодняшний день. И идя, вот сейчас, как Инал ты озвучил, как они пошагово идут, та же Армения, Азербайджан, там вовлечена Турция, вовлечена Россия, ну, частично страны Евросоюза. Но, по крайней мере, какое-то у них движение пошло. И опять, причем там два формата переговоров, да. Один, в котором участвует Россия, другой, в котором в качестве посредника участвует там Евросоюз. Да. Я так скажу, что те, кстати, наши и Владислав Григорьевич Ардзенбай, и ряд политических деятелей именно Абхазии, они когда говорили, что вектор Россия, вектор даст народу и безопасность, и хорошую
ситуацию для развития, тогда же в это никто не верил. Когда мы сидели в блокаде, или кто думал в России, где люди перекрывали дороги, или Китай, или Индия. И сегодня вот это глобальное смещение на восток, его пытаются, конечно, если в первую очередь Соединенные Штаты при поддержке Великобритании, как-то перетянуть, так сказать, канат, вернуть на свою сторону. И в глобальном плане, когда идут глобальные процессы, мы не можем себе позволить ошибиться. То есть ошибка, и она смерти подобна для маленького народа. И естественно, чем быстрее мы запустим созидательную повестку, в которую можно пойти пошагово. Ну, например, в политическом плане нам крайне важно, чтобы Грузия отменила закон об оккупированных территориях. Это вопрос номер один в купе с вопросом о неприменении силы. То есть, значит, и Рауль Джункович об этом говорил, что готов подписать, и Аслан Георгиевич Бжаня тоже говорит, что готов подписать. Значит, это как основа для укрепления и дальнейшего доверия. Потому что на сегодняшний день мы имеем ситуацию, будут проблемы с технологиями. То есть вот если вы покупаете какое-то оборудование, неважно, это электронное или технологическое, или это производственное, его надо обслуживать, нужны гарантии, нужны поставки. И вот эта война санкций, вот эти все цепи рушит. Абхазия сегодня вне санкций, и слава Богу. И слава Богу. И теперь как дальше? Санкции, наложенные на нас Евросоюзом, то есть Грузии, который поддержал Евросоюз после 2008 года, они еще сохраняются. Это не запретительный характер, они носят финансовый характер. То есть если вы в Европе что-то хотите купить, оно будет просто дороже. Там вот как сейчас между Россией, да, и Западом. Не совсем так. У них, согласно этому закону, ни одна абхазская фирма не может официально заключать контракт с какой-нибудь европейской конторой. То есть там очень много ограничений. И от этого, кстати, в свое время и пострадали наши сотовые операторы. Им Nokia тогда отказала из-за вот этих санкций, отказала, да. Ну, потому что они оборудование. Я же говорю, вектор смещается. И третий вопрос, опять же, это энергетический вопрос. И мы, народ Абхазии, на себе почувствовал, что такое энергетический кризис. И этот кризис, он не только был в Абхазии, он был даже в Китае. Потому что все это новое технологическое оборудование, оно требует колоссального количества энергии. И наличие у Абхазии своего источника энергии, оно делает нас конкурентоспособным, когда ваш товар будет дешевле. И вот эта политика повышения цен на все и вся, она не всегда, по-моему, детально просчитана. Надо все считать. Вы можете, да, в убыток продать, например, электроэнергию, но вы можете потом получить хорошую прибыль, выпуская какую-то товарную продукцию или ту же туристическую услугу. И уже посредством значит, бюджета все это регулировать. Ну, пример вам приведу. Например, Вильнюсский аэропорт. Он работает в убыток. Но за счет дешевизны они обеспечивают приток туристов, и собирая налоги с торговли и с гостиничного бизнеса, они в общем в плюсе. Понимаете? И это есть, на то оно и государство, чтобы все эти процессы регулировать. Я думаю, что во внешней политике должна быть озвучена проблема контроля вообще. Да, должна быть озвучена повестка серьезная, позитивная, созидательная, посмотреть, как будут реагировать наши соседи,
ну, я имею в виду та же Грузия, Турция, значит, я бы, например, поднял бы вопрос на переговорах, несмотря на то, что сейчас в Женеве, поднять эти вопросы в рамках новой сложившейся реальности, никто не мешает. Далее, если этот процесс пойдет, это же экономика и люди, бизнес, они все это отслеживают. И они все это смотрят. Для того, чтобы сегодня обеспечить те же порты, значит, загрузкой, да, там, свое географическое положение, если вы не снимете вопрос финансовый, банковский, вот этот вопрос, связанный с законом об оккупированных территориях, вопрос перемещения граждан, вот, вы это все использовать на полную мощность вы не сможете. Или мы будем это использовать как сейчас, как по минимуму, и там частичная контрабанда или еще что-то. Или мы все-таки говорим, что мы хотим создать на Южном Кавказе зону развития и процветания. И это надо говорить громко. И тем самым, то есть правительство должно стать источником хороших новостей, а не плохих. Вот все время растут цены, значит, вот рост того на лекарства. То есть, если в таком режиме, конечно, в стране будет депрессивная ситуация. Когда были выборы, ни у кого не было депрессивной повестки. Повестка была позитивная, и надо ее реализовывать, не надо эти реформы откладывать. И одна из тоже ключевых реформ, основ справедливости, да, которая заложена в нашей Конституции, тоже законодательно надо закреплять. У нас в законе нету четких разграничений, кто бедный, кто богатый, кто средний, как это социальные завоевания мира за последние 300 лет. А у нас этого нет. У нас, ну, например, больше 100 тысяч долларов, ты уже богатый. Ты должен больше платить налогов, больше помогать народу через налоги. То есть вот таких моментов... Где ты в каких декларациях у нас видел, чтобы кто-то указывал, что он богатый. Да, и вопрос в том, что у нас в Абхазии не было социальных революций. Это же надо беречь. У нас не было гражданского противостояния, связанного ты богатый, я бедный. То есть когда коммунисты пришли в Абхазию, народ не совсем понимал, потому что князья, они жили скромно, не было вот этой манеры выпячиваться, разъезжать там на каких-то, да, даже в то время уже были автомобили, но не было, а вот это Ачербара, Пхашаран, стыдно было. И вот это нормы, морали, традиции нашего народа, они же у нас есть, нам не надо это объяснять. Когда в других странах и рабы были, и то есть нельзя было что-то озвучивать, которые сейчас нас поучают, понимаете, вот как нам жить. Но фактор того, что смещается центры силы на восток, это все в нашу пользу. И все это все понимают в мире, судя по комментариям того же президента Турции, или Армении, или Азербайджана. Например, что сделала Европа? Ну, рубит нефть и газ с России. И что они получили? У них товары в цене выросли. И выигрыши от этого будут только Китай. Китай, Индия, Бразилия. Потому что мы знаем, что Россия всегда хорошо использовала инструмент. Тот же, ну, вы помните, могли одной стране газ по одной цене продать, другой стране по другой цене продать. И ссориться с Россией, ну, это вот как самого себя выстрелить. Я не знаю, зачем они это делают. Ну, в общем-то, на этой такой более-менее жизнеутверждающей, да, как ты сказал, правительство должно быть источником хороших новостей, да. Мы будем завершать нашу передачу, и мы действительно ждем от нашего правительства более реальной такой ощутимой работы, деятельности, которая была бы видна. Да, мы, к сожалению большому, мы
вообще плохо осведомлены о ее планах, да, и о том, как выпутываться нам всем из этой тяжелой ситуации, в которой оказался мир, и тем более нашей маленькой Абхазии, да, будет, наверное, действительно тяжело, когда мы раньше все время надеялись на помощь России, да, если вот чего-то не будет, то Россия нам обязательно даст, но сейчас и России самой очень тяжело, и нам нужно, наверное, все-таки самим, в общем, попытаться создать те условия, при которых наш народ жил бы, в общем-то, ну, нормально. Достойно. На этом я прощаюсь с вами. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был экономист Ахра Арестава. Ахра, большое спасибо. До свидания. И вам спасибо. Удачи, успехов.